Проект «Народный бюджет», инициированный Айсеном Николаевым в 2014 году, нынче проводится в 5-й раз. Особенностью этого проекта является то, что это конкурс народных инициатив. И за годы проведения этого конкурса поступило более 900 заявок, из них реализовано 162 проекта. Более подробно о том, куда и когда нынче отправлять свои проекты, нам сегодня расскажет Марина Тайтонова, руководитель департамента по связям с общественностью администрации города Якутска, а также Туяра Капырина, участник проекта «Народный бюджет». Доброе утро, девушки. Доброе утро. Итак, скажите, пожалуйста, по каким направлениям должны направлять заявки горожане на конкурс «Народный бюджет»? На реализацию проектов социально ориентированных мы принимаем заявки от физических лиц, юридических лиц, общественных организаций и общественных объединений по 4 направлениям. Это ремонт, реконструкция общественных объектов, это благоустройство территории городского округа, город Якутск, и мест массового отдыха. Также это может быть проведение каких-то социальных, благотворительных акций, это может быть проведение спортивных, культурных, образовательных мероприятий. Вот по этим 4 направлениям у нас и ведется прием заявок. А каковы сроки и куда следует направлять заявки? Ежегодно заявки принимаются с 1 сентября по 1 ноября. Это можно сделать индивидуально, на бумажном носителе заявки принести, либо через портал One Click Якутск. У нас идет бальная система. Если вы подаете заявку через портал, то добавляется еще 1 балл. И как долго рассматриваются вообще эти проекты? Рассмотрение идет конкурсными комиссиями в течение достаточно продолжительного времени, потому что конкурсов, заявок очень много, и всего 4 комиссии их рассматривают. Это люди, которые работают, тоже у них есть основная работа, это сотрудники окружной администрации по профильным направлениям, это депутатский корпус, это члены общественной палаты или просто общественники. То есть контроль идет на всех уровнях. Туяра, расскажите, пожалуйста, когда вы принимали участие в проекте «Народный бюджет», выиграли ли этот конкурс и как удалось реализовать? Я, например, участвовала 2 раза. Первый раз в 2016 году и во второй раз в 2017 году. И оба раза выиграла, к чему очень рада. А что за проект был у вас? Проект был благоустройство частных домов для лежачих инвалидов села Хатас. А что там нужно было делать? В чем заключался проект? Проведение септика. Септика? Ага. Скажите, пожалуйста, а вообще с какими трудностями чаще всего сталкиваются те люди, которые уже реализовывают свой проект? Туяра, как вы думаете? Я, например, в общем-то, больших трудностей не было. Но подписи надо собирать. Ага. До эфира вы мне сказали, что не все обладают терпением. Да? Марина, как вы думаете, с какими задачами, с какими проблемами могут столкнуться? Да, в основном эти проблемы касаются предоставления финансовой отчетности. Это, точнее, грамотное их заполнение. Но в этом случае приходят на помощь наши специалисты отдела по связям с общественностью. Они консультируют заявителей, всячески помогают, оказывают какую-то поддержку, поэтому эти проблемы как-то уходят на второй план. Проблема в основном еще бывает в первые годы. Проблема была в том, что, например, построили детскую площадку или спортивную площадку, не передали на баланс города или управляющей компании, то есть она стоит бесхозная и она ничья. Да? То есть это просто выиграли, построили, а дальше ремонтом заниматься, благоустройством некому. Поэтому мы сейчас тщательно обращаем внимание на дальнейшую жизнь проектов, чтобы они дальше могли существовать сами, самостоятельно. А вообще какая сумма, Туяра, какую сумму вы выиграли? Первый раз где-то мне дали 700. Во второй раз 860. Разница и того, чтобы сначала в первом проекте я назвала сумму 700, потому что там септик был 4-кубовый и пластиковый. А во втором у нас уже по учтению предложениям участников расширили до 6 кубов.
и железные изделия, потому что они долговечнее. Поэтому сумма другая, да? Уже? Да, ага. А вот эти септики вы устанавливали тем людям, которые живут в частных домах, да? Да. Ага. Мы, вот комиссия выбирала по критериям, дом должен был на имя инвалида, Оформлен да быть? да, либо на опекуна, и дом должен был хорошего состояния. Сколько человек проживает вот таких вот в хатасах? Людей, которые нуждаются в септиках? У меня лежачих инвалидов, например, 40. Марина, скажите, пожалуйста, а вообще сумма от чего зависит? От того, что вот Сумма, запросит? конечно, зависит от проектно-сметной стоимости проекта, то есть это уже наличие прайса какого-то, да, это наличие, например, каких-то предварительных договоров, наличие коммерческого предложения от других каких-то организаций. Поэтому сумма полностью рассматривается на самом начале, на этапе уже заявки, да, какую сумму запрашивают. И, естественно, проводится тоже проверка. Но я хотела бы сказать о том, что проект «Народный бюджет», он вообще не о деньгах, не о средствах денежных. Это скорее, наверное, проект о желании людей, активных горожан, активных жителей города сделать что-то, какую-то принести пользу. Полезное и доброе Да. нашим горожанам, нашим жителям. Огромное спасибо.